Вы только что из зала, где выбирали себе участников. Расскажите, сложно было выбирать? Ну, вообще было несложно выбирать, потому что ребята очень талантливые. И хотелось взять всех. И мы брали, говорили, что мне этот, мне. В общем, мы так жадно всех разбирали, что очень быстро, как горячие пирожки, всех расхватали. И, в общем, ну, правда, ребята очень талантливые, так порадовали своим мастерством, своим настроением. Ну, как-то, в общем, все это удивительно, радостно. И посмотрим, что мы дальше будем делать. Но это очень интересно, что нам предстоит. Мы еще сами не знаем, потому что мы только познакомились. Но уже ждем каких-то для себя каких-то новых решений, чего-то такого, в общем, интересного. Вы наверняка часто эксперты на подобных конкурсах. И вот в чем основное отличие Универвидения от других вокальных конкурсов? Вы знаете, у вас замечательная организация. Да, правда. И просто удивительно она. Замечательная, поэтому вот за это я бы хотела сказать огромное спасибо. По участникам чувствуется, что не профессионалы поют, а обычные студенты? Ну, конечно, чувствуется, и это хорошо. Было бы странно, если бы они все были профессионалы. Нет, ну, правда, работают ребята, и где-то удивительно, что они проявляют какой-то профессионализм, где-то совершенно ты понимаешь, что оправдано, что они какой-то там сырой момент, но он тоже интересен, потому что он показывает какую-то перспективу. В общем, самое главное, что они открываются. Вот. А профессионализм — дело такое, его можно тоже неправильно расценить и как бы и стать каким-то одинаковым, как все. Вот. Поэтому они живые, они открытые. Вот все, что нам, наверное, нужно. Помните свой первый конкурс вокальный? Вы знаете, меня уже сегодня спрашивали, к стыду своему я не участвовала в конкурсах вокальных, потому что я вообще с детства как-то, для меня это было несовместимо. Вот чувство соперничества и музыка. Но для меня был мой, наверное, конкурс самый главный, большой, это поступление в Академию имени Гнесина. Вот. И это тогда был серьезный конкурс, потому что было там очень большое количество, там 150 человек, выбирали 5. И поскольку меня выбрали, я думаю, что я прошла этот конкурс, выдохнула. Но я этот конкурс проходила для того, чтобы встретиться со своим прекрасным педагогом, наставником, который тоже будет в жюри в этом году на вашем конкурсе, Владимир Коробко. По поводу перспектив и развития, какое будущее вы видите у победителя конкурса? Пойдет ли он как-то дальше по музыкальной карьере? Конечно, пойдет. Будет интересное развитие, будет перспектива. Вот. Потому что мы все в него верим, все вот жюри, все эти ребята, которые будут смотреть. Есть какой-то образ, каким должен быть победитель? Победитель должен быть, во-первых, он должен быть особенным. Вот такой странный момент, что он должен быть каким-то особенным. И я думаю, что, как правило, это тот, каким мы не можем предсказать. То есть вот он, как правило, это, знаете, такая фраза смешная, вроде как «удиви меня». Вот, но она дурацкая на самом деле, но что-то в ней есть, потому что это действительно человек, который удивил. Привет, дорогие зрители, смотрите конкурс. Приятных вам песен, исполнителей, красивой музыки. Пока!